Друзья, всем здравствуйте! Карта дня на 28 февраля 2021 год, воскресенье. Давайте посмотрим, какой будет день. Общая карта для всех. Десятка червовая. Это день очень комфортный во всех отношениях. Очень хочется отдыхать, хочется удовольствий, хочется концентрироваться на отношениях, на любимых людях, на близости. Хочется договариваться, сотрудничать и хочется красоты во всем. Да? В общем, это карта, когда мы можем просто вот наслаждаться жизнью, что-то себе купить, с кем-то приятным поговорить, окружить себя тоже какой-то красотой, сходить, может быть, в салон красоты, заняться внешним видом. В общем, что-то такое вот делать для себя приятное. Кроме того, может быть, это и творческий день для кого-то, да, кто любит вот хобби своим заниматься, да, или для кого-то работа как хобби. Это тоже вот тема такая, когда вот нам что-то доставляет удовольствие и во что мы вкладываем всю душу. Давайте посмотрим, что ждет овнов. У вас, уважаемые овны, шестерка пиковая выпадает в дополнение. И у вас в основном сегодня день будет касаться, вот, знаете, решения какого-то, может быть, или конфликта, или решения какого-то важного вопроса, вот именно с вашими близкими. Скорее всего, это будет как раз касаться вот вашего комфортного состояния или того, как вы расходуете совместные деньги, или это будет, знаете, разговор о том, что вам нужно лично какая-то сумма денег на какие-то ваши личные нужды, да, и вот здесь могут быть такие ситуации, когда вам придется, может быть, даже как-то доказывать необходимость того, что вам нужно. Может быть, появится такое вот какое-то противостояние даже вашим желаниям, и нужно будет как-то здесь доказывать, что для вас это необходимость какая-то, да. Кроме того, здесь может быть какие-то вопросы, обсуждаете карьеры, статуса, каких-то достижений, может быть, говорите об общих целях и планах, может быть, строите совместные планы с близкими людьми, и для вас вот это очень важно сегодня. Кроме того, может быть, сегодня встреча с родителями или с одним из родителей, когда вы какие-то вот важные вопросы обсуждаете. Или, может быть, это вопрос там заботы, допустим, о родителях, о семье и так далее. Вот как негативный момент может возникнуть желание вот тянуть одеяло на себя, да, то есть вот только я и мои вопросы, мои потребности самые главные, и вот будьте добры, об этом позаботьтесь, да, то есть вот может быть какое-то как бы преувеличенное такое вот желание настоять на своем, преувеличенное желание обратить на себя внимание, да, вот доказать что-то свое. Вот здесь будьте осторожны, чтобы вот не терять энергию, чтобы не терять хорошие отношения. Лучше сегодня стараться, конечно, договариваться обо всем, и вот здесь излишний какой-то нажим, излишнее упрямство тоже может очень сильно повредить. Давайте посмотрим, что ждет тельцов. У вас, уважаемые тельцы, восьмерка пиковая. У вас, конечно, день очень хороший. Лучше всего в этот день общаться. Да? Вот вам, видимо, не хватает общения, не хватает, может быть, какой-то суеты, суматохи, желания побыть там, где много людей. Может быть, это какой-то торговый центр, какие-то развлекательные мероприятия. В общем, вам это очень нужно и полезно сейчас, чтобы вокруг вас было много людей. Кроме того, может быть, вы, допустим, учитесь в какой-то группе, тоже хороший такой день, когда какие-то важные события происходят. Или это какое-то собрание, вечеринка, в общем, все что угодно, когда вот вокруг вас много людей. Это очень для вас нужно и важно. Кроме того, вы можете сами сегодня быть центром внимания, да, на вас могут обращать внимание, к вам прислушиваются, у вас есть вот уважение от других людей и так далее. А также, может быть, сегодня вы покупаете какие-то вещи нужные, может быть, это какие-то распродажи, да, может быть, это какие-то скидки, что-то такое, вот что вас здесь очень порадует. Еще вот по этой карте, знаете, вы можете познакомиться сегодня с каким-то человеком или даже с несколькими людьми,
которые будут иметь дальше влияние на вашу жизнь. Это могут быть очень хорошие, верные друзья, или это может быть любимый человек, с которым вот вы можете познакомиться. Но опять же, это именно должно быть какая-то группа, это должно быть большое количество людей, да, не просто вот один человек, вы пришли и познакомились, нет, вы должны вот именно либо в коллективе в каком-то быть, либо в какой-то группе, в толпе, на публике и так далее, и так далее. Что еще важно по этой карте? Вам, конечно, здесь нужен настрой такой соответствующий, да, вот желание вот отдохнуть, желание удовольствий, желание быть приятным собеседником, легко общаться с другими людьми. Вот это все вам помогает. То есть расслабьтесь и радуйтесь сегодня, да, не думайте ни о каких заботах и проблемах. Следующая карта для близнецов. У вас, уважаемые близнецы, девятка трифовая. И у вас, скорее всего, вот будет либо день рабочий, да, когда вы не можете ну, как бы много времени посвятить отдыху, хотя вам это очень нужно, да, может быть, какие-то потребности есть, что-то приобрести, как-то отдохнуть, в красоте побыть, но вы не можете, потому что работаете, много слишком у вас каких-то обязанностей, обязательств. Или, может быть, если вы отдыхаете, то сегодня может все повернуться не так, как вы хотите. Кто-то вмешивается, может быть, в ваши планы, нарушает ваши планы. Кто-то из близкого окружения может подвести, может дать какую-то неверную информацию. И, знаете, вот по девятке трифовой может быть какая-то манипуляция, да, кто-то либо за вашей спиной, либо прям в глаза, он может вас вообще, ну, как бы увести от правды, да, от цели куда-то. То есть, ну, в общем, знаете, не очень такой день, когда можно доверять всем подряд. Вот вам обязательно нужно как бы доверять только тем, кого вы уже когда-то проверили, да, в каких-то сложных жизненных ситуациях. Если вы просто считаете, что рядом с вами человек хороший, приятный, это не факт, что он окажется вам верным, да, и как-то не использует какую-то информацию вам во вред. То есть есть прям люди, которые будут втираться к вам в доверие, да, будут вам улыбаться в глаза, расспрашивать какую-то личную информацию, и вы можете нечаянно ее, ну, как бы выдать, да, это будет очень плохо, потому что, ну, как бы здесь какой-то личный интерес у человека и желание вам навредить. Будьте осторожны. А теперь для раков. У вас выпадает девятка пиковая. У вас день стабильный, и настроение тоже стабильное, да, и с доходами все в порядке. В общем, у вас день, когда нужно остановиться, нужно расслабиться, выспаться, подумать о чем-то важном, да, для себя сделать, может быть, какие-то там расчеты, подвести какие-то итоги важные. В общем, вам сегодня нужны какие-то надежные, такие стабильные условия, когда вас никто не дергает, да, когда вы чувствуете себя комфортно и уверенно, когда у вас вот такое чувство безопасности есть. Вот это очень важно сегодня. Кроме того, может быть, сегодня, знаете, какие-то неожиданности, да, вот неожиданные события, неожиданные люди встречаются новые, неожиданная информация, которая может вас выбивать из колеи. Вот. Но вам нужно вот оставаться все-таки там на своей позиции, оставаться спокойными, да, не вестись на какие-то провокации сегодня, потому что будет, скорее всего, хотеться там впасть в панику, да, или начать делать что-то необдуманно, вот это сегодня не нужно. Кроме того, знаете, может быть, будут ситуации, как когда вмешивается какой-то человек там, или из власти, или это статусный какой-то человек, либо это там родитель, да, который вот как-то вас может выбивать из колеи, да, то есть он хочет что-то от вас, чтобы вы что-то сделали, а вам, ну, для других людей, а вам, допустим, хочется сейчас заняться собой, своими делами, и вот, возможно, придется как бы настаивать на этом, придется проявить какую-то решительность, да, отказать, может быть, придется, или еще что-то вот такое придется сделать, сказать и так далее. Вот, кроме того, вот здесь
Какие-то могут быть, может быть, проблемы со здоровьем у старших членов семьи, и придется вот как-то решать эти вопросы, да, или там ухаживать за ними, или еще что-то такое. Здесь вот это важно. Также карта говорит о том, что, может быть, сегодня неплохо было бы вам куда-то сходить, съездить. Вам нужны какие-то новые впечатления, потому что, может быть, за последнее время вы привыкли все делать на бегу и как бы ничего не видите вокруг себя. Вам не хватает вот этих впечатлений от жизни, ярких каких-то, для того, чтобы вот вы чувствовали себя насыщенно, да, чтобы вы чувствовали, что ваша жизнь наполнена какими-то яркими красками. Вот вам не хватает вот этих эмоций, важно сегодня их получить. Вот придумайте для этого способы. Давайте посмотрим, что ждет львов. У вас, уважаемые львы, дама бубновая, у вас сегодня, знаете, роль такого помощника, да, вы всем нужны, все хотят от вас получить или помощь какую-то, или какую-то информацию. В общем, вы как бы можете разговаривать там часами по телефону, то с одним, то с другим, переписываться постоянно, да, то есть вот все время вас все дергают, и вы всем нужны. Кроме того, у вас сегодня может быть какое-то очень важное дело, когда вам нужно принять решение. Может быть, это решение касается вашего близкого окружения, может, ну, личных отношений. Может быть, это когда вы, знаете, выбираете остаться вам с близкими, с друзьями или заняться каким-то делом, может быть, какое-то важное предложение поступает по работе или чтобы денег заработать, вот что-то такое, и вы здесь выбираете, то ли вам остаться развлекаться и отдыхать, то ли вам поработать. Кроме того, может быть, какая-то прям очень хорошая возможность приходит для того, чтобы либо новый источник дохода у вас появился, либо новая работа дополнительная. Вы можете даже сразу несколько, как бы у вас есть, допустим, основная работа, да, и появится еще возможность дополнительного какого-то заработка. Вот, и от вас будет зависеть, согласитесь вы или нет. То есть вот здесь вы будете раздумывать, скорее всего, об этом. Что еще здесь может быть у вас, уважаемые львы? Скорее всего, будет вообще день такой полный неожиданностей, да, и а, удивительных каких-то событий, да. Люди вот вас будут удивлять, которые вокруг вас какими-то своими там решениями, да, которые они, может быть, даже не обдумали, сделали, да. Может быть, удивляют даже как-то внешностью своей, да. В общем, как-то все сегодня по-другому, не так, как всегда. Весь день вот будет такой вот, будет вас удивлять. Давайте посмотрим, что ждет Деву. У вас, уважаемые Девы, десятка пиковая. Очень удачный день для поездок, для того, чтобы знакомиться с новыми людьми, начинать новое обучение, может быть, подумать над новыми планами, целями и так далее. И даже, вот знаете, в какие-то новые места, допустим, ходить, в которых вы никогда еще не были, с друзьями, с любимыми людьми. В общем, нужно сегодня по максимуму обновить свою жизнь, добавить в нее вот сколько можно нового, да. Кроме того, у вас сегодня может что-то измениться очень сильно. Может быть, для кого-то из дев будет это как бы новое место жительства. Кто-то может переезжать с квартиры на квартиру, да, и как-то приспосабливать свое жилье для того, чтобы ну вот под себя, да, то есть под свой режим жизни. Кроме того, может быть, сегодня какое-то новое дело вы начинаете вместе со своими друзьями или вместе с семьей или с близкими людьми. Может быть, это какое-то путешествие в новые места. Или вы задумываетесь о том, чтобы все поменять в своей жизни и как-то все там рассчитываете, просчитываете, советуетесь и так далее. Вот, в общем, карта таких перемен, когда вот все меняется. Кстати, может быть, кто-то приезжает, тем более две десятки. Посмотрите, вот пришло время, и судьба от вас не отстанет. То есть обязательно нужно что-то менять. Десятки обозначают полноту, да, то есть то, что у вас уже было, оно достигло максимума. Дальше уже в этом состоянии находиться нельзя.
Это или новая учеба, или новая работа, или там новое место жительства, новый дом, новая страна, в конце концов, и так далее. То есть вот подумайте, у вас сегодня будет как бы ситуация, когда жизнь будет подсказывать, в какой сфере вам нужно все поменять. Давайте посмотрим, что ждет весов. У вас, уважаемые весы, шестерка трефовая. У вас прям мощный день. Знаете, вот вы сами, от вас зависит, каким вы его сделаете. Либо вы можете, знаете, очень много у вас сегодня сил, энергии, да, и вы можете это потратить на что-то полезное. Вы можете, допустим, что-то такое мощное сделать для себя, там составить какой-то план, допустим, там выхода на новый уровень, там к новой должности, к новым деньгам. Вы можете сегодня, а, знаете, очень много сделать, да, ну, допустим, я не знаю, там, генеральную уборку, да, целый дом вычистить. Или можете, допустим, много сил потратить на тренировки, если вы спортом занимаетесь. В общем, сегодня день какой-то такой сверхнагрузки, причем это будет идти очень даже легко и хорошо. То есть, если вы сегодня вот эту энергию не используете, то она очень разрушительной может быть. И тогда она либо в скандалы в какие-то может перерастать, либо в какие-то разрушительные пристрастия, там, зависимости и так далее. То есть вот сегодня очень важно на что-то полезное направить вот эту энергию огромную. Кроме того, сегодня могут быть какие-то обстоятельства довольно-таки сложные, да, которые давят. И они как бы требуют решения срочно, да, что-то преодолевать, с чем-то бороться, там, может быть, из какого-то кризиса выходить, что-то, может быть, нужно убрать из своей жизни, там все расчистить и так далее, да, то есть вот какая-то, знаете, жизнь такая сегодня у вас очень насыщенная, да, какие-то перемены, жизнь требует больших перемен, и лучше это делать по собственной инициативе, потому что если не делать, то тогда все равно это начинает происходить. Прям вот, скорее всего, вы чувствуете здесь сегодня, что вам прям очень сильно мешает, что напрягает, что прям вот вообще хочется из жизни удалить. Вот, может быть, даже сегодня придется с какими-то людьми расставаться, потому что они вот просто вас разрушают, да, и несмотря на то, что у вас есть к ним там чувство, привязанность, но вы понимаете, что вам с ними не по пути, и вот придется сегодня, возможно, тут этот вопрос решать. Либо вот кто-то из близких очень сильно на вас влияет и контролирует вас, да, и вам просто вот невозможно уже с этим жить, и нужно уже сказать свое слово, да, то есть какие-то такие ситуации могут быть. Давайте посмотрим, что ждет скорпионов. У вас, уважаемые скорпионы, семерка бубновая. Этот день очень легкий. У вас много интересов, много общения. Вы такие подвижные. Можете там за несколько часов оказаться вот просто в разных местах каких-то. Хороший день для любых встреч, свиданий, контактов, разговоров, переговоров и так далее. Да, в общем, здесь вот день, когда мы на связи, когда мы вот любим общаться, с удовольствием общаемся, нужную информацию получаем. И если здесь что-то там вы продаете, допустим, если у вас работа, то очень много здесь может быть продаж. Может быть много покупок, даже может быть мелких, но каких-то очень приятных. Подарки какие-то могут к вам приходить от других людей. Вы можете дарить подарки. Здесь вот какой-то день такой очень насыщенный, интересный, легкий, приятный. И может быть много каких-то перемен мелких, да, особенно это вот касается вашего окружения, там, может быть, соседи, ваши близкие люди, вот, с которыми, может быть, вы давно не виделись, тоже могут сегодня проявиться. Новые знакомства тоже сегодня могут быть, и причем здесь очень легко это все происходит, да, легко общаетесь, легко знакомитесь, общие интересы у вас проявляются, в общем, и может быть, кстати, хорошее продолжение. Эти люди могут впоследствии превратиться в ваших друзей или в близких людей. Так, это были скорпионы. Давайте теперь посмотрим, что ждет стрельцов.
У вас, уважаемые стрельцы, валет пиковый. У вас день, когда вы, знаете, можете расслабиться и вообще не думать о каких-то делах, не думать о какой-то ответственности, да, вот, скорее всего, вам это необходимо, да, вам нужно участие близких людей, поговорить, там, поговорить о самом важном, о чем-то, да, вот то, что вас беспокоит. Может быть, вам нужна помощь от кого-то, может быть, просто нужно выговориться, может быть, помириться с кем-то. Видите, здесь валет отвернутый, да, от десятки червовой. Может быть, была какая-то ссора, конфликт, и нужно будет это все наладить. Кроме того, вот если, допустим, вам действительно нужна чья-то помощь и поддержка, вот обязательно нужно обращаться к людям, близким, потому что вот вы сами можете себя лишать какого-то участия, да, вы сами можете лишать себя любви и так далее. У вас может быть как бы страх такой попросить помощи, да, вот это вот важно сегодня сделать, если это нужно для вас. Кроме того, вы можете сегодня почувствовать, что в чем-то некомпетентны, да, что, может быть, какая-то сфера требует там проработки, или, может быть, профессионально как-то нужно добавить себе знаний, опыта и так далее. То есть вот появится желание что-то узнать, чему-то научиться, с новыми людьми познакомиться, может быть, какое-то дело новое начать, но здесь все как-то легко и приятно. И все это в таком комфортном состоянии, в комфортном окружении происходит. Так, давайте посмотрим, что ждет козерогов. У вас, уважаемые козероги, десятка бубновая. У вас день, когда вы занимаетесь какими-то счетами, когда вы подводите итоги, когда вы платите по каким-то квитанциям. Также это день просто, знаете, такой, может быть, день книги, скажем так, когда вы можете просто полежать, пролежать, можно сказать, весь день на диване, да, и читать любимые книги или смотреть любимые сериалы. И это все вот может быть в комфортной обстановке или с близкими людьми. И для вас это, знаете, как будто бы такое самое большое счастье. То есть вам не нужно сейчас чего-то особенного, вам хочется обычных каких-то вещей, комфорта, какого-то интереса дополнительного, да, вот какой-то интересной информации, наполнить свою жизнь чем-то таким особенным, каким-то удовольствием. То есть ничего такого особенного вы сегодня не хотите, просто для вас вот важно именно переключиться, может быть, от того, что вы делали раньше. А также очень хорошая карта для того, чтобы углублять профессиональные навыки. Может быть, кто-то будет учиться, да, заниматься любимым делом, но вот именно в плане набора дополнительной какой-то информации. Кроме того, сегодня у вас может открыться какая-то информация либо о вас, может быть, вы откроете какую-то тайну о себе другим людям, да, либо о ком-то что-то узнаете, и, знаете, эта информация очень важная для вас будет. Сегодня хорошо заниматься какими-то исследованиями. Сегодня хорошо заниматься там, предсказаниями, да, там, таро, астрологией и так далее. То есть для вас это вот очень важное что-то откроется и нужное для вас. Какой-то путь для вас прорисуется на будущее. Давайте посмотрим, что ждет водолеев. У вас, уважаемые водолеи, семерка пиковая. У вас, знаете, день, когда вы, может быть, что-то либо в бумагах наводите порядок, либо деньги к вам приходят, может быть, бумажные деньги, может быть, на карту, прям оплата может быть за какую-то работу или как подарок. Вот здесь от друзей тоже это может приходить. Какие-то очень важные как бы счета. Вы можете получать какую-то информацию очень важную для себя. Может быть, будете прибирать в документах там, где у вас всякие дипломы, награды, всякие бумаги, доверенности и так далее. Да? Может быть, наводить будете порядок. Или они вам потребуются для того, чтобы вот подготовить их к завтрашнему дню, допустим, к понедельнику.
Кроме того, здесь может быть работа с какой-то техникой, которая, ну, может быть, довольно-таки сложная, да, или какие-то программы, может быть, вы будете устанавливать. Очень хорошее время для того, чтобы знакомиться по переписке, устанавливать какие-то контакты, да, общение. Также это карта, когда вы, может быть, приобретаете билеты на поездку или готовите, вот заранее готовите какой-то там тур, допустим, или к отпуску готовитесь и так далее. То есть вот сегодня как-то удачно можно приобрести вот такие билеты, да, для того, чтобы на поездку на какую-то. Так, давайте посмотрим, что ждет рыб. У вас, уважаемые рыбы, валет бубновый, у вас какой-то решающий день, какой-то решающий разговор с близким человеком. Может быть, желание помириться или желание расставить как-то все точки над «и». Может быть, кстати, кто-то из близких вторгается вот на вашу территорию, нарушают ваши границы, да, и, может быть, вы сегодня, допустим, хотели бы побыть в одиночестве и не удается, да, то есть вы все время как будто бы всем нужны, и, может быть, приходится даже отказывать кому-то, потому что вы не настроены сегодня на какое-то вот прям сотрудничество, помощь излишнюю и так далее. То есть у вас у самих тут какие-то планы, да, может быть, у самих какие-то неожиданные ситуации происходят, которые надо решать, и тут вас вот могут дергать, да. Кроме того, может быть, наоборот, к вам приходит помощь от ваших близких, когда у вас что-то непредвиденное, да, или, может быть, у вас планы меняются просто сегодня резко, абсолютно под влиянием там друзей, близких людей. Вы, допустим, собирались, может быть, одним заниматься, да, потом совершенно поменяли планы. Что еще может быть? Это день очень такой мощной энергетики, когда вы можете много сделать, вы можете много работы какой-то физической выполнить, вы можете заниматься, допустим, там в тренажерном зале, вы можете пройти там большое количество километров или еще что такое. То есть у вас очень много сил, и вы можете здесь очень много сделать. Так, что еще? Может быть, конфликты, да, вполне возможно сегодня. Конфликты, особенно, знаете, когда вот вы доказываете, кто в отношениях главный, да, или кто там больше заслуживает внимания, кто больше сделал и так далее. То есть вот какая-то конкуренция такая может быть. И еще за рулем будьте, пожалуйста, осторожны, потому что вот есть вот такая ситуация, что вы спешите и подвергаете опасности и себя, и своих близких, и свой автомобиль. Будьте осторожны. И точно так же обращайте внимание на то, что вокруг вас происходит. Да? Если, допустим, кто-то себя некорректно ведет, лучше не вмешивайтесь, останьтесь в стороне. Давайте посмотрим на результат этого дня. Туз червовый выпадает как результат. Очень хороший вечер, очень хороший день, когда мы действительно себя чувствуем на своем месте, когда нас любят, уважают. В основном здесь, знаете, идет отдача, да, отдача там, душевного тепла, отдача сил. Мы дарим подарки, мы как-то стараемся заботиться. В общем, вот этот принцип, что я отдаю, как бы стараюсь окружить заботой, стараюсь порадовать, вот это будет работать вечером. Это будет и вам самим комфортно, и других людей будет радовать. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. Пишите, как у вас проигрался день. Всего доброго. До свидания.